Первое, что касается Агроэкспресса, мы, ну, скажем так, уже к этой инициативе присматриваемся больше месяца. Ведется предварительная работа и с нашими узбекскими коллегами, и с российскими коллегами. У нас есть понимание того, что, как вот уже коллеги с Узбекистана говорили, южные регионы Кыргызстана готовы обеспечить необходимый объем урожая продукции. Вот, но собрать там в короткие сроки полный состав из 40 вагонов это будет проблематично, поэтому мы сейчас рассматриваем вопрос подключения к Агроэкспрессу с Узбекистаном. То есть мы заполняем там часть вагонов, 6 или 10 вагонов, направляем в Узбекистан и присоединяем их в ходе работы по развитию транспортных коридоров. Кыргызстан выпадает из процесса. Я нигде не услышал, что Кыргызстан подключается к одной ветке, или к второй ветке, или к третьей ветке. Вот. Что на самом деле, наверное, не совсем правильно, потому что даже если мы посмотрим инициативу Узбекистана по коридору Узбекистан, Афганистан, Пакистан, то есть там, если вот вы обратили внимание на карте, там до границы с Кыргызстаном буквально 50 километров идет ветка, она, у нас есть железнодорожная ветка, она соединяется. То есть, по сути, Кыргызстан автоматически встраивается в этот маршрут и обеспечивает поставку товаров. Что касается коридора Азербайджан-Иран, то у нас сейчас есть с Ираном договоренности по использованию инфраструктуры порта Бандар-Аббас, и мы сейчас уже договорились с Ираном о своего рода небольшом экспрессе по поставке товаров и к выходу к морской инфраструктуре в этой части. И, конечно, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Кыргызстан был максимально интегрирован во все транспортные коридоры по этим направлениям для поставки грузов. Более того, вы знаете, что у нас идет сейчас активная дискуссия по выстраиванию железнодорожного коридора Китай, Кыргызстан, Узбекистан. И вот когда, если это направление будет доведено до конца, тогда мы сможем большой объем грузов, соответственно, встраивать уже во все остальные коридоры, выходя через Узбекистан, как на направление Ближнего Востока, так и на европейское направление по той части, которая идет. Могу абсолютно точно подчеркнуть, что вот вся эта работа, которая сейчас проводится, уже по нашим оценкам потребует, во всяком случае для Кыргызстана, кардинальной модернизации не только железнодорожной инфраструктуры, но и подвижного состава и объема вагонов, перевозящих платформ. До создания железнодорожной инфраструктуры с Китаем мы сейчас абсолютно точно, вот как коллеги с Азербайджана подчеркнули, можем использовать мультимодальный принцип перевозок. Это, с одной стороны, и комбинирует стоимость перевозки, позволяя снизить расходы на отдельные части, с другой стороны, увеличивает скорость перемещения по тем участкам, где нет железнодорожной инфраструктуры. Для того, чтобы обеспечить максимальную скорость движения товаров уже сейчас, не смотря на завтрашний день, а уже сегодня, то есть мы абсолютно точно можем использовать мультимодальные принципы перевозок в этой части. Спасибо большое. Спасибо. Да, и я бы хотел в завершении сегодняшней нашей дискуссии предоставить слово